Скажи, пожалуйста, а что говорят самые свежие события, буквально ночью там, или вчера это вечером произошло, известный своей такой убойной силой авианосец «Адмирал Кузнецов». Ну, авианосец сложно назвать его в американском смысле, но, скажем, авианесущий крейсер, да. Но самый большой в российской армии, который, кстати, в городе Николаев был построен, то есть украинского походжения. Вот, он мстит. Имеет огромную убойную силу. Он же уничтожен. На нем погибло уже, по-моему, 3 самолета, уже 2 Су и 1 МиГ, по-моему. Точно. Да, и вот, наконец, он взялся по-крупному вредить Российской Федерации, уничтожил плавучий док. Вот что с этим происшествием, скрывают ли его или как описывают. И у нас есть, кстати, на эту тему сюжетик. Сейчас посмотрим и продолжим. Сумнозвісний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» навіть на ремонті нищить все довкола. Цієї ночі в Мурманську затонув плавдок, на якому реставрували судно. Потім на нього впав величезний плавучий кран, лишивши на авіаносці 5-метрову пробоїну. Ремонтна конструкція затонула повністю. Один з робітників зник безвісти, 4 нині в шпиталі. На підприємстві, де все сталося, пояснили, був перебій з електрикою. Через це з ладу вийшли насоси, що призвело до аварії. Невдачі Кузнєцова переслідували від спуску на воду. Він довше ремонтувався, ніж провів у відкритому морі. У 2016-му відзначився своїм героїчним походом до берегів Сирії. Тоді авіаносець в Середземному морі втратив палубного літака і повернувся на звичний для себе ремонт. Ну, не знаю, это последнее, что я скажу перед тем, как слово Роману Цымбалюку передать. Я считаю, что этот корабль, крейсер, военнослужащий, нужно к званию Героя России представлять и звезды рисовать уже на борту. России или Украины? Украины, конечно. Да, расскажи нам, что говорят про очередном боевом успехе и что там на самом деле произошло? Ну, я думаю, что добавить к тому, что было сказано, уже нечего, если мы говорим о фактаже. А если говорим об эмоциях, то Кузя или адмирал Кузнецов, он главный и настоящий украинский диверсант, который действует в тылу врага, уничтожает российские самолеты, очевидно мстит за потерянные украинские воздушные боевые суда во время боев на Донбассе. И вот сейчас начал мстить, причем очень жестко, за взятые в плен украинские корабли в Крыму. Ну, наверное, можно эту ситуацию рассмотреть именно в таком ключе. И, наверное, на этом я остановлюсь. А если мы говорим о средствах массовой информации, особенно государственных, ну, понятно, что эта тема, она не является здесь какой-то приоритетной. И здесь настолько все перевернуто вверх дном, что вот напомню, когда была трагедия с украинским Су-27, который, к сожалению, разбился, погибло 2 пилота, украинский и американский, то здесь они танцевали на костях очень весело. Однако буквально через несколько дней подобный инцидент произошел с российским самолетом, кстати, в Азовском море, и ни одно российское средство массовой информации об этом не сообщило, ну, кроме как бы бегущей строки, которая была с утра этого события.